Добрый вечер. Вы смотрите спецэфир 7 на 7 и ОВД-инфо «Псковская инагентская аномалия». Меня зовут Максим Поляков. Я журналист интернет-журнала 7 на 7. И рядом со мной этот эфир будет вести Светлана Прокопьева, журналист Северреалии, о боже, иностранного агента. Да, привет, Макс. Мы по-прежнему в Пскове. Мы не случайно в Пскове обсуждаем тему инагентства, потому что Псков к инагентству имеет особенное трепетное отношение. 2 из 5 первых физлиц СМИ инагентов живут и работают именно в Пскове. Это главред Псковской губернии Денис Камалягин и моя коллега, журналистка Северреалии Людмила Савицкая. Но сегодня мы будем говорить не только о том, как этот закон влияет на людей, на журналистов и на редакции, но мы будем говорить о том, почему очень многие люди требуют отмены этого закона. К нам в эфир придут, значит, по Зуму к нам в эфир будет с нами говорить генеральный директор издания «Медуза», иностранный агент Галина Тимченко, а также будет председатель Совета правозащитного центра «Мемориал», иностранный агент Александр Черкасов, политолог Кирилл Рогов и многие-многие другие. Не отключайтесь. Да, в том числе у нас будет координатор ОВД-инфо Леонид Драбкин, и он расскажет о петиции, которая запущена сейчас на Change.org, и это петиция, которая призывает отменить к чертям этот закон об инагентах. Вы сможете смотреть нашу трансляцию в социальных сетях 7 на 7, на YouTube, ВКонтакте и в Фейсбуке. Пожалуйста, не стесняйтесь, ставьте лайки, для нас это очень важно. Чем больше лайков, тем больше людей смогут увидеть это видео и узнать об этой петиции, и что-то предпринять для того, чтобы этот закон был отменен. Подписать эту петицию. Конечно. Ну и представляем наших гостей. У нас в студии как раз эти 2 псковских инагентов, Людмила Савицкая и Денис Камалягин. Привет, ребята. Привет, привет. Да, у вас один микрофон, не стесняйтесь, пожалуйста, вы можете его передавать друг другу, мы будем задавать вам вопросы, а вы уж как-то с микрофоном разберетесь, что делать. Вот слушайте, вы первые попали в этот список, реестр физлиц, СМИ, инагентов 8,5 месяцев назад. Я понимаю, что вас уже, наверное, за это время очень часто спрашивали, что это для вас значит, как отразилось, значит, на вашей жизни это включение в список. Но все-таки спустя 8,5 месяцев вы первые. Как вы сейчас отвечаете на этот вопрос? Как изменилась ваша жизнь? Для меня это фактически запрет на журналистскую деятельность, потому что со мной не хотят сотрудничать даже самые рукопожатные издания. Я потеряла сразу несколько проектов. Со мной боятся говорить люди. Я журналист-репортажник. Я работаю всегда на улице, в поле. То есть я приезжаю в район и там разговариваю с людьми, с героями моих репортажей. И теперь они боятся. Они смотрят мою фамилию, они смотрят, как называется мое СМИ, Радио Свобода, видят, что я иностранный агент, Свобода иностранный агент, и они боятся. Некоторые мне в лицо говорили: ты шпион, ты работаешь на Америку, дядя Сэм, все вот это вот. И им страшно. Я потеряла уже минимум 10 репортажей, вот они прям сорвались, потому что люди боятся общаться с иностранным агентом. И это только часть проблем, которая касается работы. Есть еще куча других. Денис. Я стал героем светской хроники. Я устал от этого. Я уже не могу ходить с одного интервью на другое, рассказывать, вести просветительскую деятельность. И в судах я сейчас на самом деле отдыхаю от комментариев для федеральных и международных СМИ. Вот это меня, конечно, утомляет больше всего. Пострадал я от этого статуса далеко не так, как Люда, естественно, потому что, в 100-й раз повторяю, мы, мои коллеги, мы работаем не в полях, мы больше работаем с документами, с базами данных. И вообще мы, как социопаты, мало общаемся с людьми. И, во-вторых, с Псковской губернией, в принципе, люди, которые близки к власти и поддерживают власть, они, на самом деле, не общаются года с 2014-го. Светлана не даст соврать. Да, вот, с тех времен, когда Псковская губерния писала о десантниках и событиях, но на востоке Украины. В остальном, наверное, я страдаю не особо. Конечно, напрягает подавать отчеты. Вот люди повезло временное приостановление статуса инагента, что не пришлось подавать отчет по итогам 2-го квартала, а я не успел подать вовремя, потому что форма отчета была изменена за 6 дней до дня подачи, так скажем. Вот такая история. Слушайте, а вот скажите, пожалуйста, вот то, что вы больше не эксклюзивные физлица СМИ инагента. То есть попали другие люди в этот реестр Да, физлиц? их там уже больше 20 человек, и как-то вот не то, что вот первые 5 и там 2 ярких журналистов.
такие вот в свете софитов. А как это теперь происходит? То есть вам от этого легче и вам от этого тяжелее? Изменилось ли отношение сообщества? Слушай, но мы не хотели в музей Мадам Тюссо, чтобы мы там вдвоем стояли и, в общем, за всех отдувались. Общее включение всех там, федеральных самых значимых СМИ в список иностранных агентов, он, безусловно, чашу весов эту, когда все ходили, тыкали там на нас. Серега Маркелов очень точно написал, да? Вот мы были... Иностранный агент — это наш коллега из Карелии, который тоже вместе с вами в первой пятерке, да. Вот, да. У него, кстати, статус сейчас приостановлен, да, его можно не упоминать. Он правильно сказал, что все говорили важную фразу: все там будем, но на самом деле надеялись там не быть. И смотрели на нас, как на зверушек, которые в зоопарке сидят там, и отдуваются за всех. Когда включили сначала «Медузу», а потом и, наверное, последней каплей стал «Дождь», то все осознали, наверное, проблему, и нам от этого лучше, потому что, безусловно, я уверен сейчас уже, что в конце года, до конца года будут какие-то корректировки. У тебя было такое: ахаха, я же вам говорил? Да. «Медуза» не зря была упомянута сейчас в беседе. У нас на связи генеральный директор издания «Медуза» Галина Тимченко. Галина, добрый вечер. Слышите ли вы нас? Алло, Галина. Я вижу, что вы есть в кадре. Галина. Галина. Вы нас слышите? Да. Добрый вечер. Слышите ли вы нас? Слышите ли вы Псков? Видите ли? Главное, мы видимся, но... Слушайте, давайте... Скажите, пожалуйста, вы слышите студию сейчас? Режиссер, проверьте, пожалуйста, связь, а мы пока вернемся в студию. Можно еще один вопрос? Слушайте, скажите, пожалуйста, почему, как вы думаете, именно вы вдвоем из Пскова, то есть не из Архангельска, там, не знаю, не из Кирова, не из Новосибирска или Хабаровска, двое псковских журналистов в этом списке, первые? Потому что мы с Денисом и коллега наш Иван Журавков из 7 на 7 это единственные, и Светлана Прокопьева, разумеется, единственные журналисты Псковской области. Все остальные, называющие себя СМИ, по факту ими не являются. То есть это в той или иной степени пропагандисты, которые сидят на госконтрактах, либо напрямую получают деньги из администрации Псковской области. И когда в Псковской области происходят по-настоящему важные события, о них писали, кричали мы с Денисом. Все, мы выносили эти события на федеральный уровень. Давайте еще раз попробуем связаться с Галиной Тимченко. Галина, добрый вечер. Слышите ли вы студию в Пскове? Да, здравствуйте, слышу прекрасно, спасибо. Все, наконец-то. Спасибо огромное. Ура. Галина, а у вас, может быть, есть свой вариант, своя версия того, что вот прекрасные наши коллеги, которые сидят рядом с нами, Денис и Людмила, попали первыми в этот список. Почему Псков вот на карте на этой появился 8,5 месяцев назад как горящая точка? Жирная такая горящая точка, прям с двумя иноагентами сразу. Вы знаете, на самом деле я, прямо правда считаю, что это прям, не сочтите это за неуважение, но это прям совсем не важно. Я всегда говорю одно: если меня сбила машина, мне вообще все равно, какого она цвета. Это должно волновать как бы людей, которые будут расследовать это происшествие. То есть вот она была красная или синяя, и это вот свидетели пусть скажут. Я честно, вот совершенно все равно, почему она красная или синяя. Почему Псков, а не Екатеринбург. Почему не Петербург, а Владивосток? Да кто его знает? Понимаете, сейчас те люди, которые занимаются уничтожением индустрии медиа в России, они себе не задают таких вопросов. Они с упорством, достойным лучшего применения, просто, вот представьте себе, вы же смотрели наверняка, даже когда были маленькими, «Властелин колец», да? Это такой горный тролль, да? И вот вы такие хоббиты прекрасные совершенно, только кольчужки на вас нету. Вот он ходит, машет дубиной. По кому-то попал, по кому-то не попал. Мне прям правда не хочется тратить время жизни на то, чтобы проникнуть в этот микромозг. Галина, давайте мы будем тратить это время жизни для того, чтобы помочь журналистам, для того, чтобы как-то возвысить свой голос против этого. Давайте. Правда, не ковыряться в микромозгах тролля. Хорошо, Галина, вот 10 дней назад была ситуация, когда часть редакции, часть журналистов, они подписали письмо к властям с требованием как-то скорректировать закон об иностранных агентах. Часть редакции не подписала это письмо. Две разные траектории, вы вот высветились. Расскажите про свое решение внутри редакции, как оно принималось и почему.
Мы не подписывали это решение, но я вчера услышала Екатерину Шульман, которая сказала как раз по поводу нашего решения, что, видите ли, без радикальных проявлений никогда не произойдет никакого смягчения, потому что если вы просите всегда невозможного, тогда что-нибудь дадут, как говорится, или требуете невозможного, тогда что-нибудь дадут. Я в этом смысле написала довольно жестко, может быть, но я написала коллегам, что меня не устраивает, я считаю закон абсолютно дискриминационным, меня не устраивает позиция «давайте колючую проволоку украсим шелковыми бантиками». Она от этого не перестает быть колючей проволокой. Мы хотим, чтобы этот закон был отменен. Точка. Это несправедливый закон, это дискриминационный закон. И этот закон открывает дверь к фактическому уничтожению журналистики в России. Я не готова вступать в переговоры с тигром в тот момент, когда моя голова находится у него в пасти. Галин, а вот то, что часть наших коллег все-таки вступили в эти переговоры с «Тигром» и отправили вот эти поправки, и эти поправки уже были названы конструктивным предложением, не означает ли это, что мы фактически сдаемся и фактически опускаем лапки и признаем этот закон нормальным? Ну, видите ли, вот в этом и есть моя личная позиция, что я не признаю этот закон нормальным. Если коллеги так считают нужным, то пусть как бы вот наша позиция будет сильно радикальной для того, чтобы они хоть как-то смягчили это безумие. Может быть, у них получится. Я уважаю их позицию, они имеют на нее полное право, но это вообще никак не совпадает с моим видением мира. Поэтому мы просто посоветовались и сказали, что нет, ребят, мы колючую проволоку с бантиками – это не для нас. Вот свобода для всех, и пусть никто не уйдет обиженным. Галин, тогда у меня вопрос из двух частей, который состоит. Первый. Вот я часто слышал от некоторых коллег, которые попадали в списки физлиц, да, иностранных агентов, или в редакции, которые говорили, блин, этот закон уже давно работает, и такой большой волны поддержки или защиты, или публичности какой-то кампании не было, когда там мы вступили. А вот, значит, попали туда какие-то крупные СМИ, тогда немножко ситуация изменилась, тут появилась и петиция, какая-то дискуссия на другом уровне и так далее. Я слышу невольно в этих репликах, можно сказать, обиду, что типа за нас не вписались, а вот сейчас начали вписываться. Ребята, а кто же, смотрите, это так смешно, что вы, вот вы же работаете в новостях. Каждый день в России происходит несколько сотен ДТП. Но почему-то вы пишете о ДТП с Михаилом Ефремовым, правда? Да. Вторая часть этого вопроса. Мы живем в таком вот жестоком мире, к сожалению. Да. Вторая часть вопроса. Опять же, вот я буду апеллировать к посту 10-дневной давности Кирилла Рогова. Он с нами будет чуть попозже в эфире. И он говорил о том, что вот только большая публичная кампания, большое публичное давление, тоже как Екатерина Шульман, поможет сдвинуть с мертвой точки этот вопрос. Есть петиция, есть много СМИ и НКО, которые поддержали эту петицию, вывесили баннеры. Какие дальнейшие шаги? Как вы думаете, что нужно делать для того, чтобы продавить эту тему? Может быть, у вас есть какой-то план? У нас нет никакого плана. Мы просто подумали и решили, что, понимаете, в чем дело? Выученная беспомощность – вещь безобразная. Если ты хоть что-то можешь сделать, сделай хоть что-то. Хотя бы скажи «нет». Нет, не от моего имени. Я не молчу, я не согласен. Пусть даже ты не сможешь добиться. Меня немножечко огорчает всегдашняя история про то, что а чего вы добьетесь? Но если мы не будем стараться, мы ничего не добьемся никогда. Нужно хотя бы постараться. Может быть, какая-то часть все-таки... то есть как вода камень точит. Может быть, нет. Но это не означает, что мы не должны стараться. Это не снимает с нас ответственности за свои собственные жизни, за индустрию, собственно, за журналистику, и за то, чтобы поддержать своих товарищей. Понимаете, ведь в «Медузе», возвращаясь к первой части вашего вопроса, пока ни один человек не признан иноагентом. Посмотрите, сколько мы сделали публикаций про иноагентов. Кстати, и про Псков тоже мы писали, да? То есть мы все свои силы задействовали для того, чтобы эта тема стала важной еще в тот момент, когда признали только Дениса и когда дело против Светы было. Да? Если вы помните, мы писали очень много. И сейчас мы как бы из всех пушек палим. Да, у нас большая аудитория, и мы стараемся привлечь к этому внимание. Мы делаем то, что должны делать журналисты, привлекать внимание. Не надо нас наделять
как бы свойствами и обязательствами других организаций, как то там Следственный комитет или наоборот Общественная палата или еще что-то. Мы средства массовой информации, мы информируем, мы максимально понятным языком все это говорим, и мы охватываем как можно больше аудиторию для того, чтобы люди не оставались равнодушными. Дальше дело самих людей, и в этом тоже есть уважение к читателю. Мы вам рассказали максимально, предельно, четко, что происходит. Дальше решение, ребят, за вами. Мы не патерналистская история, мы товарищи с нашими читателями, и вы товарищи с вашими читателями. И поэтому как бы мы можем им просто рассказать и надеяться на то, что мы смогли до них достучаться. Галина, огромное спасибо. Я вот, в смысле, внутри нашей редакции отстаиваю примерно, очень похожую точку зрения, что мы работаем, и мы журналисты прежде всего, и потом в следующей очереди любые другие роли применяем, но мы должны быть... Вы знаете, в кодексе «Медузы» запрещен любой активизм, кроме акции солидарности. Вот я был только на единственном пикете на Лубянке, когда меня задержали год назад, Свет Прокопьева, когда ей прокурор предложил... И за Свету у нас тоже Кристина. 8 лет, да, и мы с Кристиной Сафоновой познакомились, в автозаке мы познакомились с сотрудницей, «Медузы» Кристины Сафоновой. Это было так удивительно. Что солидарность — это очень важно. Спасибо огромное за эфир, за включение. Хорошей вам работы. Надеюсь, что мы сможем повлиять общими усилиями на ситуацию. До свидания. До свидания. Ребята, продолжают к нам поступать вопросы. Вопрос от Владимира Капустинского. Насколько остро для каждого из вас стоит вопрос об эмиграции, если он стоит? Уехать из России — это для меня означает просто попрощаться с профессией. Я на это пока не готова. Я, как говорила, репортажник, я не смогу писать о псковской глубинке, находясь в условной Грузии, условном Вильнюсе или в условных Соединенных Штатах Америки. Это невозможно. Я не смогу фотографировать, я не смогу разговаривать, но это значит все, гудбай журналистика. Денис, а у тебя? Вов, я готов взять тебя и уехать в Узбекистан. Там, может, нам будет комфортнее. Это внутренняя шутка какая-то у вас тут пошла. Какой-то камин-аут Не шутка, да. Нет, если серьезно, то не скажу. Я не знаю, очень сложно сейчас говорить, потому что окружающая среда, она нас подталкивает к этому. Мы не хотим, мы сейчас это не обсуждаем, но нам задают вопросы, нам делают предложения. Вот, пока остро... Тут у меня просто еще неделька такая выдалась. Суды. Если бы, да, только. У вас в вашей инагентской среде уже сложилась какая-то социальная сеть своя, группа поддержки? Надо будет сделать. Да, есть чаты, есть, в общем-то, такое неформальное объединение, где сразу несколько человек общаются, там есть и адвокатская тусовка, они нам помогают, мы обсуждаем многие вещи. Слушайте, а я хотел спросить, как вы все-таки в бытовом плане, как в бытовом плане, собственно, отражаются все вот требования дикие, которые к вам? Вы должны заполнять отчет, что это такое, как выглядит отчет, как вы должны какие-то все деньги декларировать, что это такое, чеки собирать, расскажите. В отчете, я не знаю, Денис, сколько листов в новой версии отчета? В прежней версии было в официальной 86 листов. Сейчас 61. Ура, нас сократили. Нет, добавили, потому что я пользовался сокращенной версией в 36 листов. Сейчас она 61. Окей, значит, 61 лист, в котором мы должны рассказывать, что мы делаем. Там есть графа «Деятельность». И буквально я писала в первом своем отчете, я вызвала такси, поехала в суд, чтобы писать репортаж с приговора. Дальше там есть графа, значит, переводы, вот все финансовые поступления. Финансовые поступления от физических лиц. И тут мне подружка закинула сумму на день рождения, я ее вписываю. Значит, поступления от юридических лиц, сюда же. Поступления от государственных органов, сюда же. Поступления от иностранных, если они есть, сюда же. Дальше графа «Траты». Значит, я пошла в магазин, вот в моем первом отчете есть пирожок, лодочка с сыром, 47 рублей, жевательная резинка, корм коту. Вот так выглядит отчет. Только это я сейчас пересказываю в сокращенном виде. На самом деле, вот мой первый отчет был за 4 дня. И там уже было много листов, потому что, как оказалось, я много трачу, много куда хожу, а это все нужно описывать. И самое ужасное, что там есть такая графа «политическая деятельность». То есть они нас, журналистов, они считают, что мы всерьез занимаемся политической деятельностью. Наши репортажи, новости, аналитика, как у Дениса, для них это политическая деятельность. И сколько бы я ни доказывала Минюсту в суде, что нет, я журналист, а не политик, они не пробиваем. Они говорят, вот, у вас репортаж формирует протестные настроения.
Слушайте, На суде, да, было то же Да. самое. То есть они материалы все воспринимают исключительно как политическую деятельность. Ну, мне прокурор на суде то же самое говорил, кстати, что вызывает протестное настроение. у нас на связи лицо, аффилированное с иностранным агентом. Это Дмитрий Пермяков, супруг у Дмитрий, включите, Людмилы пожалуйста, Савицкой. микрофон. Дмитрий, добрый вечер. Слышите ли вы нас? Всем привет, как меня слышно? Да, Дмитрий, Привет. отлично слышно. Ты лицо, аффилированное с иностранным агентом, и ты должен об этом указывать, потому что ты сейчас кандидат в депутаты Псковского областного собрания. Все правильно? Да, совершенно верно. Скажи мне, пожалуйста, вот как бы что этот статус для тебя значит и что ты должен делать? Вот Людмила нам рассказывала только что это там отчеты, бумаги и так далее, траты. Вот что делает лицо, аффилированное с иностранным агентом? Какая там отчетность? Или это просто как бы, чтобы проинформировать избирателей о том, кто ты есть? Ну, этот статус, очевидно, был придуман, наверное, не для меня. Все-таки этот статус был придуман для целого ряда, для десятков, для сотен кандидатов, прежде всего аффилированных с Алексеем Навальным, с какими-то структурами Михаила Ходорковского, с теми, кто для власти является реальным раздражителем. Их хотели правдами и неправдами не допустить до участия в выборах. И для этого придумали, помимо прочего, еще вот такой вот институт, как аффилированное с иностранным агентом лицо. Стать аффилированным с иностранным агентом лицом гораздо проще, чем стать иностранным агентом. Там доказать связь с каким-либо из иностранных агентов, которых сейчас у нас уже огромное количество, не составляет никакого труда. Поэтому, когда я понял, что я участвую в выборах, и моя супруга, моя любимая жена Людмила, иностранный агент по версии Министерства юстиции, я понял, у нас общий бюджет. Мы перечисляем друг другу деньги. Она мне могла перечислить там деньги на покупку корма нашему пушистому коту Карлу или на что-то еще. Очевидно, я политик, я веду политическую деятельность. Вот два обстоятельства, которых достаточно для того, чтобы признать меня аффилированным с иностранным агентом лицом. Я добровольно указал этот статус, первый в России, я просто принес свои документы в избирательную комиссию. Я написал, ну да, я аффилирован с иностранным агентом. Я согласен. Ставьте на меня эту метку, я ее с гордостью огромной буду носить, потому что быть причастным к этим иностранным агентам сегодня в России означает быть причастным к лучшим средствам массовой информации в стране, к лучшим правозащитникам в стране, к самым лучшим людям. Поэтому мне очень приятен этот статус, и я с гордостью его ношу. А что касается, чему он меня обязывает, ну, там на самом деле самое главное, это обязательно избирателя надо уведомить о том, что есть такой кандидат, и он аффилирован с иностранным агентом, чтобы, не дай бог, кто-то не подумал, что это приличный человек, и за него можно проголосовать. Поэтому законодательство обязало меня указывать, что я на 15% площади всех моих агитационных материалов, что я аффилирован с иностранным агентом. У меня тут рядом буклетик мой, Да. и там видно прямо вот четко. Вот здесь 15% площади, это то, что я выделяю под эту вот символику. Аффилирован с иностранным агентом. Это, конечно, мешает вести, наверное, избирательную кампанию, но для меня это нормальный символ. Мне кажется, что он точно не помешает, потому что люди не идиоты, люди тоже все понимают прекрасно. Никто не верит в эту мантру власти о том, что есть какие-то там иностранные агенты, которые проводники влияния Запада. Поэтому мне кажется, что избирательная кампания, конечно, покажет, выборы покажут то, что в итоге произошло, но это точно не принесет никаких отрицательных результатов. Дмитрий, как настоящий политик, дай ему слово, и он захватит эфир, и Да, просто выборы в 2 дня, не тут уж. вставишь ни одного слова. У нас на самом деле уже почти закончилось время, мне режиссер подсказывает, попроси его немножко опустить камеру, показать по-нормальному футболку. Что там, я вот не вижу отсюда, а что там у нас нарисовано, написано? Что такое Футболка иностранный агент? аффилирована с иностранным агентом. Ну, то есть специальный мерч прям, значит, к Все. этому событию, к выборам, да. Это будет пользоваться популярностью. Дим, тебя избиратели хоть раз спросили о том, что значит аффилированный, что значит иностранный агент, вот это всё? Полминуты. Меня лично не спрашивали, спрашивали моих агитаторов. Я их предварительно проинструктировал, что это значит для меня и почему такой статус вообще образовался. Когда они рассказывали о том, что я аффилирован, потому что моя супруга журналист, которая помогает людям, и за эту помощь ее сделали иностранным агентом, меня аффилированным лицом, вопросы снимались.
Спасибо огромное. Мы прощаемся. Надеемся, что никаких неприятностей в ближайшие несколько дней ни у тебя, ни у супруги не возникнет в связи с этим статусом. Что сейчас будет дальше происходить? В канун Нового года, когда стало известно, что первые 5 человек, физических лиц, попали в реестр СМИ иностранных агентов, журналисты 7 на 7, и я в том числе, мы приехали в Псков, чтобы сделать такое 45-минутное кино, документальный репортаж о том, кто эти люди, кем они работают, как они воспринимают последние новости. И вот, собственно, героями этого кино стали и Людмила, и Денис Камалягин, а также это акционистка и художница из Санкт-Петербурга Дарья Апохончич. Я сейчас предлагаю посмотреть 3,5-минутный фрагмент из этого репортажа про Дашу Апохончич, ну а мы потом вернемся через 3,5 минуты в эфир и поговорим с еще одним человеком, который представляет НКО «Иностранный агент». Та-дам! Поздравляем, вы нас нашли. Заходите. Здрасте. Так, я Даша. Я тут не работаю, но мы дружим с этим пространством. Это наше дружественное пространство, в котором была выставка, посвященная женскому протесту в Беларуси. Это феминистский активистский центр. Я просто помогала в плане организации, оформления и так далее. То есть я занимаюсь кураторской работой. Это чем я занимаюсь в активизме чаще всего. Я организую выставки антимилитаристские, феминистские, экологические, фестивали и так далее. Меня потряс этот объект. Он был сделан в пейнте. Меня прям это потрясло. Я поняла, что это вот тот случай, то что когда в активизме ты узнаешь о каких-то таких вещах, ты думаешь, вот это реально то, что может делать каждый или каждая. Берешь, короче, пейнт и пикселями делаешь вот ту картинку, которая тебе надо. То есть вот это все совершенно вот случай горизонтального искусства, горизонтальной кооперации. Я прошла все фазы. У меня перед глазами прошла вся моя жизнь. Вспомнила все свои иностранные контакты, примерно 1000. Думаю, ну где иностранный агент? Тут да, тут да, тут да. И потом я такая думаю, ну ладно, значит это так и есть. Да. Конечно, я сначала очень расстроилась. Я думаю, ну все. У меня был такой момент после вот этого после ареста летнего и после увольнения с Красного Креста. Летом у меня был самый тяжелый момент, потому что я поняла, что больше я не могу преподавать русский язык в нормальных местах, никто меня больше не возьмет. Все, я фричка. Больше мне в нормальных местах работы не будет. Да, как не знаю, наверное, всем публичным феминисткам что-нибудь такое пишут. И все нормально. Обычно, что-нибудь такое. Валите в свою феминистию, что-нибудь такое. А тут наоборот пишут, о, симпатичная. Я говорю, а Льву Пономарёву вы тоже пишете, что он симпатичный? В чем смысл? То есть меня спрашивают, у тебя было иностранное финансирование? Ну, это уроки, это что-то там, какую-то фотографию мою использовала газета, тут какой-то фестиваль был. Ну, то есть, на самом деле, у меня, вот эта творческая работа, учебная работа, она просто круглогодичная, очень много. И мне это, с одной стороны, досадно, потому что получается, что в России я не востребована так, как я могла бы. У меня хорошее образование, у меня, хорошее резюме. И когда люди не знают мою фамилию, но смотрят мое резюме, они меня с удовольствием приглашают на работу. Я преподаю, наверное, лет с 22, мне сейчас 35. Я прошла все этапы педагогической работы. 2 года я работала в детском саду, 3 года я работала в школе, 2 года я работала в институте на подготовительном факультете, 2 года я работала в Красном Кресте с беженцами, с беженками и мигрантками и на курсах русского языка, на 2 разных. И, соответственно, все это время я преподаю русский и литературу как репетитор, потому что у меня 2 детей, ипотеки. Вся, я думаю, понятная такая история, как примерно половина педагогов живут в России.
Спецэфир 7 на 7 и ОВД-инфо. Псковская инагентская аномалия продолжается. Меня зовут Максим Поляков. Мы находимся в креативном пространстве «Шаг». Здесь находится штаб движение «Голос» в Псковской области. Рядом со мной координатор по Псковской области Владимир Жерлинский. Володя, добрый вечер. Добрый вечер, да, это я и мои мешки под глазами. Ничего страшного, ничего не видно. Мы все нормально настроили, свет хороший. Слушай, скажи, пожалуйста, вот движение «Голос», в очередной раз попало в список иностранных агентов. Как это отражается обычно на работе, тебя, как представителя регионального отделения? То есть как на твоей ежедневной жизни, работе это отражается? В сущности, никак. Я просто должен везде писать, что я иностранный агент, а если я где-то забыл написать, то на меня жалуются в прокуратуру и Минюст. Такое было уже? На тебя жаловались из-за вот именно этого статуса, из-за неуказания или там неправильного указания? Да, это случилось где-то час назад. Моя жалоба, которая была подана в избирком от меня лично, была признана необоснованной, соответственно, и они нажаловались в Минюст и в прокуратуру за то, что в этой жалобе не было указано, что я иностранный агент. Каково отношение, не знаю, в избиркоме или у разных политических сил, которые есть в регионе, к тебе как представителю движения «Голоса»? Вот оно изменилось с появлением снова, статусом, с новым приобретением, снова и снова? Или оно такое было, не знаю, какое-то настороженное, может быть, какое-то такое? Ты же понимаешь, кто работает в избиркоме, что это абсолютно гибкие люди, которые, как им скажут, такое отношение у них и будет. То есть они полностью подконтрольны вышестоящему центральному избиркому, который, соответственно, подконтролен действующей власти, по сути дела. Вот, поэтому, да, отношение, видимо, стало хуже, раз они начали на нас, стучать в прокуратуру и Минюст. Вот, посмотрим, что с этим будет дальше, я пока не знаю. Наверное, штрафуют. Что за футболка-то у тебя, расскажи. Это футболка «Голос», иностранный агент номер 1. Мы первый номер в списке незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента по версии Минюста Российской Федерации. Вот что это за функции, мне неизвестно. Причем здесь гражданка Армении, которая якобы пожертвовала «Голосу» 260 рублей, мне тоже неизвестно. Я не имею никакого отношения к Армении, если незаметно. То есть, правильно я понимаю, если вот там проводить черту в нашей короткой беседе, то, особых неприятностей нет, только, может быть, на вашем, на чем это отражается? Знаешь, этот мемчик, первый раз, да? Мы 4-й раз уже инагенты, мы уже привыкли. Все понятно. Спасибо огромное. Вам удачной работы и без проблем наблюдения на ближайших выборах, 3-дневных выборах. Прямо сейчас мы посмотрим небольшой опрос. Сегодня мы вышли на улицы Пскова и спросили, знают ли они, кто такие Людмила Савицкая и Денис Камалягин. Что нам ответили люди, предлагаю все вместе посмотреть. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы знаете этих людей? Нет. Нет, не знаю. Да нет, вроде бы не знаю. Нет. Нет. Первый раз вижу и видеть не хочу. Антон Камолов. Такие лица приветливые. Ты ведущий, по-моему, с Первого канала. А вот они в Пскове живут. Как думаете, кем работают? Вот на кого похожи? Этот как будто в каком-нибудь на складе работает, а это журналистка. Это лучшие учителя Пскова. Понятно, что лучше видно. Это самые лучшие работники таможни Псковской области. Ничего себе, круто. Это лучшие спортсмены этого года в Пскове. Не ожидал. Это самые лучшие учителя этого года Пскова. По ним не скажешь. Это лучшие врачи города Пскова этого года. К ним очень трудно попасть. Это 2 вице-мэра Пскова. Я в политику не лезу, поэтому я даже без понятия. Кто у нас чего тут? Я пошутил. Это журналисты. Это Денис Камалягин, главный редактор Псковской губернии, и Люда Савицкая работает на сайте Северреале. Их признали иностранными агентами. Слышали про это? Не слышала. Первый раз слышу, что их признали. Нет, не слышал. Я про иностранных агентов знаю, что это запрещено у нас, да, соответственно. А то, что их признали, я такого не знала. Да, слышали. Слушайте, в целом, конечно, негативно к этому отношусь. Мне кажется, что это какая-то такая политическая надумка. Предполагаю, что это. Но если правда, то какой-то андроповщиной отдает. Если это то, о чем я думаю. Плохо, наверное, или хорошо? Не знаю. Конечно, не хочется, чтобы другие страны думали, что у нас все плохо. У нас не все плохо.
Поэтому... Хорошо, что они иностранные агенты, или не очень хорошо? Я не понимаю. Они никакие иностранные агенты, они репортеры. И если грамотные юристы дали бы ему юридическую оценку, я думаю, что они скорее высказались бы за его доработку. Людей иноагентами сложно признавать. Организация, я это еще могу понять. А как человека можно признать иноагентом? Враг народа, что ли, получается? Мы снова в эфире, возвращаемся в Псковская иноагентская аномалия. Вот, ребята, скажите, как вам этот опрос, что люди думают? Мы сами сегодня хохотали, я вот, например, удивился тому, что те люди, которые в курсе того, что такое иностранный агент, вот это все, вся история с законом, они осуждали его, а те, кто не в курсе, им было как-то все равно. Вы чего скажете? Мне больше всего понравилось, что люди поверили, что я врач. Мне как-то вот греет сердечко. Врач и спортсмен. Ну, вообще, конечно, грустно, что люди не знают об этом людоедском законе. Мне кажется, что о нем должны знать как можно больше людей. И, может быть, тогда население России начнет прозревать. Ну, вы, кажется, могли бы быть более популярны в родном городе, да? Вот, не кажется вам? Ну, про нас больше как на федеральном уровне рассказывают, да. Здесь это нормально, кстати, я считаю. Сказал то ли Грузчик, то ли Антон Камолов. Непонятно, что кто. Еще ведущий Первого канала. Ведущий Первого Я канала. надеюсь, что это Первый Псковский имелся в виду, а не просто Первый. Ну, мы проржались, ты, конечно, гениальный. Нет, все это потом об этом поговорим. Вы запомнили, да, увидели, что последний человек, он сказал фразу про то, что это похоже на то, как будто ищут врагов народа. Мы не ожидали, что кто-то об этом скажет, потому что мы заранее, еще до того, как пошли на улицу общаться с людьми, мы планировали связаться с кем-то из мемориала и поговорить ровно на эту тему. Что это такое? Новый поиск врагов народа и так далее. С нами на связи сейчас выходит на связь, согласился с нами поговорить председатель Совета правозащитного центра «Мемориал», который признан иностранным агентом, Александр Черкасов. Александр, добрый вечер, слышите ли вы нас? Добрый вечер. Слышу прекрасно. Позвольте представиться. Бонд, Джеймс Бонд, который носит 4 раза в год майору Пронину на Лубянку клип по отчетности. Комедия? Ну, не очень хорошая комедия. Причем с 2014 года, то есть уже 7 лет. Я не знаю, было ли слышно наша беседа, слышали ли вы наше обсуждение? Вот мы про ребят спрашивали у прохожих на улицах Пскова. И вот врагов народа? Что какие-то еще помнят старые выражения такого рода. Про врагов народа сказали, а вот слово «лишенец» произнесено не было. Потому что это больше похоже на чуть-чуть более раннюю вещь. Лишение прав, лишение избирательных прав еще в 20-е годы представителей каких-то классов разных нехороших людей. Пока только лишение прав. С так называемыми агентами с ними то же самое. Поначалу говорили, это просто ярлычок, а потом лишили прав. Мы не можем выдвигать наших представителей в общественные наблюдательные комиссии. Мы много чего не можем и обязаны носить ярлычок. А потом... Только в конце 30-х годов, практически по тем же самым спискам, проходили массовые операции по истреблению врагов народа. Так что здесь пока аналогия не очень приятная. Пока только ярлычок, но что он будет означать дальше, мы не знаем. Ну, ярлычок действительно не очень приятный, его уже сравнивали даже и с «желтой звездой». Вы думаете, что действительно мы движемся примерно в том же направлении, что после ярлычков пойдут уже и действия какие-то? Или это знаете, невозможно? Когда говорят о терроре, обычно говорят о каких-то планах, замыслах, о том, что вот с самого начала собирались сделать именно так. Знаете, когда начиналась самая массовая операция большого террора, кулацкая операция по приказу 20447, планировали оформить по первой категории, то есть расстрелять, 79 500 человек. В итоге были расстреляны около 400 тысяч человек. Когда это все начинается, никто не знает, к чему приведет. И очень часто что-то происходит не потому, что это задумали, а потому что есть законы, есть структуры, есть предпосылки к тому, чтобы что-то было. Ну, смотрите, у нас есть борьба с терроризмом, борьба с экстремизмом. Есть центры по борьбе с терроризмом и экстремизмом, которые обязаны отчитываться
Я не знаю, я не проверял все, но некоторые дела такого рода по терроризму последнего времени, по вскрытым терактам, они внутри несут огромные признаки фабрикации. Такое ощущение, что если есть структура, то она должна отчитываться, иначе ей срежут ассигнования, ей срежут штаты. В конце концов, вот это самое соревнование периода Большого террора, оно было продиктовано тем же самым. Если кто-то даст показатели меньше плановых и меньше, чем в соседней области, то его будут ругать, а может быть, самого пустят в эту машину. Но вот здесь есть вопросы, когда всех иностранных агентов поймают и пометят, что же будет дальше? Ну, это же не, машина же должна дальше работать. Извините, зачем ловить только иностранных агентов? Когда начиналась работа по тому самому приказу 20447, первое действие было: в регионы пошла шифротелеграмма. Поднять картотеку под таким-то окрасом, поднять картотеку, это карточки, в картотеке повернуть вертикально, чтобы их можно было вывернуть при случае, и сообщить число. И сообщает какой-нибудь начальник управления: у меня 932. А потом он приезжает в Москву, и там на совещании общем Ежов и его первый зам Фриновский, когда с ним говорят: а вот тебе лимит по первой категории 1200. Никто не говорит фальсифицировать. Но без фальсификации такое невозможно. К сожалению, есть огромное отличие советского режима от режима гитлеровского. Гитлеровцы, гестапо выявляли реальное сопротивление. Советский режим по большей части фабриковал дела, и нынешние сфабрикованные дела очень похожи на сфабрикованные дела того времени, когда из ничего, из разговоров делают дело о терроризме. Точно так же, чтобы навесить ярлык иностранного агента, не нужно ничего доказывать. По закону там нужно работать. Агент – это тот, кто работает на внешнего принципала, получает от него деньги. У нас никто ничего не доказывает. Сам факт получения от кого-то денег уже затем автоматически оформляется этой машиной, как то, что ты чей-то агент. Александр, Фонд «Династия», прекрасная просветительская программа, Зимин, мультимиллионер российский. Вкладывал очень много денег. Он свои деньги перемещал через границу в банк и брал обратно. Вот все, да, иностранный агент... через границу было засчитано. Все правильно, Александр, извините, у нас буквально минута осталась. Если минута в нашем эфире, Света, если есть вопрос, последний вопрос. Есть вопрос очень важный и очень серьезный. Что он делает-то с этим всем? То есть мы пропустили, когда был принят закон об инагентах, НКО, и куча НКО было сожжено и уничтожено таким образом, или сейчас живет с ярлыком. И через несколько лет этот закон вернулся уже к физлицам. Как мы можем хотя бы сейчас это остановить? Что нам делать? Петицию вот мы подписали. Это эффективно или что нам? Что нам делать? Ну как? Никто, во-первых, не обещает немедленного результата. Но главное не закрывать глаза, называть вещи своими именами. Слава богу, наконец назвали вещи своими именами. К сожалению, когда это коснулось уже очень и очень многих. Есть одно очень простое слово – солидарность. Если что-то коснулось людей в очень далеком месте, например, в Чечне 20 лет назад, где управление страной, террор как метод управления страной обкатывался, то это может достигнуть и нас. Те же самые, получившие там опыт люди, будут его применять в других регионах. Или если кого-то вот так лишают прав, навешивают ярлык произвольно, это может коснуться и тебя. Всего лишь осознать, что все это в шаговой доступности. Ад, он всегда в шаговой доступности. Нужно помнить об этом. Всего-то. Спасибо огромное. Напомню, что с нами на связи был председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. «Мемориал» признан иностранным агентом. Прямо сейчас я предлагаю вам посмотреть трейлер нашего фильма, который называется «Чьи агенты?», в котором мы, собственно, рассказывали историю Дарьи Апахончич, кусочек вы видели, Людмила Савицкая и Денис Камалягина. Этот фильм вы можете найти на YouTube, если забьете «Чьи агенты 7/7». Ну вот, чтобы вас заинтересовать, буквально 2 минуты посмотрим, потом вернемся в студию. Эй, агент 005, ну-ка ты там что там делаешь, мы тебя заметили.
прикинь, ты иностранный агент. Я говорю, да, хорошо, все, пока. А какого черта государство называет меня предателем? Меня, которая сражается за россиян, за Россию вот каждый божий день. Думаю, ну где иностранный агент? Тут да, тут да, тут да. И потом я такая думаю, ну ладно. Меня это абсолютно не впечатлило. Я знал, что будет закон об иностранных агентах. Подозревал, что я туда могу попасть. Не думал, что в составе первой пятерки. Я думаю, что я в первой пятерке, потому что у меня фамилия на букву А. Вот сегодня мы проснулись утром 1 января в 6 утра, потому что нам звонили в дверь. И какая первая мысль? Ну, конечно... ФСБ! У нас на двоих было одно вареное яйцо. Мы разделили. Это, в общем, вся еда, которая у нас была на тот день. Ну, вот так живут инагенты в России. Мне кажется, ребят, вы с кем-то путаете. Ну, я на самом деле очень боюсь. Боюсь, что сяду за репост, а не за оригинальный контент. Вот это будет обидно. Мне правда не стрёмно. Потому что я вообще никогда не обращал внимания на мнение тех людей, которые мне не интересны. А те люди, которых я уважаю, которые мне интересны, им пофигу. Инагент я, там, липотрит или кто-то еще. Честное слово. Ну, ладно, теперь еще и инагент. Что дальше? Звезду мне пришьете, что ли? Это спецэфир 7 на 7 ОВД-инфо, Псковская инагентская аномалия. Мы возвращаемся в нашу студию. Напротив меня журналисты Денис Камалягин и Людмила Савицкая. Первые двое из 5, которые попали в список СМИ инагентов физических лиц. Ой, как долго это каждый раз говорили. Коротко, один вопрос, один ответ. Один вопрос. Слушайте, вы, наверное, слышали, что сейчас появилась идея о том, что вот ряд редакций обратились к Кремлю с предложением внести поправки в закон об инагентах. До этого, я напомню, мы об этом просто забыли сказать, что до этого было большое массовое обращение всех СМИ, очень многих СМИ России, которые требовали отменить этот закон. А теперь вот, пожалуйста, уже есть встречная инициатива внести поправки. Что вы про это думаете? Ну, во-первых, это, конечно, очень замечательно, что поправки предлагали те, кто не входит в состав иностранных агентов, и нас не спрашивали. Спасибо большое Алексею Алексеевичу Венедиктову, который продвигал эту идею, но это, конечно, для того, чтобы формально показать, что какие-то изменения планируются. Все эти поправки, которые были внесены, я бы еще отредактировал порядочно, как человек, который попробовал их на практике. И то, как спешно это, когда, извините, попа загорелась, как спешно эти 12 поправок были внесены, чтобы успокоить, чтобы господин Песков это как-то прокомментировал. Короче, я отнесся с большим недоумением. Скажу, как Песков обычно говорит, с большим недоумением. Так, Люта, ты что скажешь? Я была в ярости очередной раз. Да, я, как всегда, была в ярости, когда увидела эти поправки, потому что как вообще можно договариваться с репрессивным режимом, который прямо сейчас фактически совершает уголовное преступление, препятствует ведению законной деятельности журналиста? Какие переговоры? Что, вас душат, а вы сейчас, пожалуйста, давайте договоримся? Или там есть замечательная поправка. Значит, давайте признавать инагентами тех, у кого финансирование иностранное превышает 30%. Ну, шикарно, я работаю на Радио Свобода, у меня превышает. Вот, готовый агент, получите, распишитесь. Deutsche Welle, давайте туда же. Всех остальных СМИ, которые хоть сколько-нибудь связаны с международными корпорациями. Или давайте мы сократим форму отчета. Отчетов не должно быть. Закон об иностранных агентах не должно быть. Он преступный. Да, все. Коротко вы хотели ответ на этот вопрос, да? Конечно. Самое важное, конечно, это должно касаться государственных компаний. То есть, если мы там, или Люда работает вот, на Радио Свободу, которая принадлежит государству непосредственно, Не принадлежит. тогда это... Это не совсем так. Это не совсем так. Я говорю пример. Это НКО. Пример, я хорошо. тебе о том и говорю, что оно должно, как в случае с Russia Today, который в Германии не пускают, потому что оно принадлежит государству, а Радио Свобода не принадлежит. Да. Вот. В законе это должно быть прописано, что иностранный агент – это тот, кто живет за средства организации, финансируемой государством. Мы эту дискуссию сейчас продолжим. Я надеюсь, что в очень хорошей компании. У нас на связи политолог Кирилл Рогов. Кирилл, добрый вечер. Слышите ли вы в студию?
Слышал. Очень приятно. Кирилл, 10 дней назад вы вот примерно на эту же тему писали пост в Фейсбуке о том, ну, какая там стратегия более верная, да, требовать поправок в закон об иностранных агентах или требовать отмены. Вопрос. Да, вопрос в том, что правильно, да, то есть имеет ли смысл требовать поправок в закон об иностранных агентах, если сообщество считает, что этот закон должен быть отменен. На мой взгляд, это немножко похоже на попытку скорректировать закон о поедании младенцев, да, то есть мы будем есть не живых младенцев, а жареных младенцев. Вот. Ну, и мне кажется, что вы преувеличиваете, что здесь есть такое преувеличение ненужное, потому что каждому свое. Кто-то требует от отмены... Я, например, вообще выступаю за то, чтобы, когда вот ко мне обратились подписать вот петицию про отмену, я говорю, а почему там нет про нежелательных организаций и экстремистские организации? Я бы вот подписал, чтобы отменить законодательство об иностранных агентах, нежелательных организациях и экстремистских организациях. Но это петиция про другое. Я могу составить вот такую большую петицию, как мне нравится, и заняться сбором подписей под нее. Главные редактора, которые написали петицию про изменение законодательства об иностранных агентах, они выступают с более таких сервильных, с более, как сказать, мягких, да, компромиссных позиций. Но на самом деле вот возможность чего-то добиться, это когда у нас существует широкая коалиция, куда входят как очень негативно настроенные к власти и резко оппонирующие люди, так и те, кто оппонирует власти с позиции как бы диалога и таких умеренных, да, компромисса. Вот широкая коалиция, это когда есть и те, и другие. Потому что когда это только те, кто радикально оппонирует власти и требует большего, это, как правило, оказывается не очень сильная коалиция. Поэтому давайте не будем противоставлять две петиции друг другу. Наоборот, важен широкий консенсус про то, что делается с помощью этого закона, совершенно противозаконно. И это нетерпимая ситуация, и нетерпимость этой ситуации признаем как мы, подписавшие, скажем, второе обращение, так и те, кто подписал первое. И мы в этом смысле вместе добиваемся общей цели. Мне непонятно, как бы вот это... Ну, да, конечно, я бы не стал вот писать Пескову такое вот прошение об отмене закона об отрубании пальцев. Но это не самое главное. Самое главное, чтобы этот закон изменить. Кирилл, вы очень часто, когда возникают такие вот сложные ситуации, когда нужно делать выбор политикам или общественникам, активистам и так далее, вы пишете очень всегда рассудительные посты в Фейсбуке, свой взгляд. Мне кажется, такой, немножко вы поднимаетесь над ситуацией, и вот вы видите немножко по-другому всю эту историю. А следующий шаг, вот мне кажется, что у вас получилось сделать и в этом случае примерно то же самое. Как вы думаете, следующий шаг какой бы мог бы быть у широкой коалиции, как вы говорите, и тех, кто радикальные меры требует, и тех, кто более лоялен к этой ситуации или готов на компромиссы, что нам всем вместе это делать дальше? Надо продумывать общую кампанию продолжающихся требований. Как эти требования сделать повседневностью, как все время их, чтобы они присутствовали, это требование, общее требование изменить этот закон, чтобы изменить то, как бы о нетерпимости того положения, того механизма применения закона, который сейчас существует, и нетерпимости этой ситуации. И мы должны как-то развивать эту кампанию, придумывать ходы, придумывать акции совместные, которые как бы все время эта тема будет кипятиться, там перевариваться и висеть в воздухе. Вот это надо придумывать кампанию. Кампанию придумывать, это особое дело там политических активистов. Придумывать кампанию, чтобы она была интересной, чтобы она не вяла, чтобы она длилась. Очевидная вещь. Кирилл, а как вы думаете, политика саботажа, гражданского неповиновения, неисполнения этого закона всеми средствами массовой информации, физлицами, инагентами, могла бы иметь какой-то эффект? Но мне кажется, это будет очень радикально. Видите,
Наверное, нет. Вот опять-таки у нас возникнут такие разные. Это могут саботировать некоторые СМИ, которые, например, находятся не здесь, да. Они могут саботировать. Но те СМИ, которые находятся здесь, им будет очень сложно это саботировать. Даже те СМИ, которые вынуждены при всяком упоминании этих организаций и СМИ все время прибавлять, что они иностранные агенты, они существуют в легальном поле, да, и мы не можем от них требовать, чтобы они выходили из него, если они еще там есть. Ну, в общем, мне кажется, что это, может быть, было бы и неплохо, если бы все саботировали, и какая-то была уже такой клэш такой, да, но это не очень мне представляется реалистичным. И поэтому я предлагаю именно иметь в виду, что здесь есть довольно широкий консенсус по этому вопросу, и нужно держать этот фронт широкого консенсуса. Нужно держать эту широкую коалицию, придумывать, что она еще может сделать, чтобы эта тема не протухала, не скукоживалась и не усыхала. Вот. Все, у меня, в смысле, время нашего эфира закончилось, безжалостно просто сегодняшний эфир. Кирилл, огромное спасибо, что присоединились к нам и поговорили на эту, как мне кажется, одну из самых важных тем последних, 2 недель, наверное. Спасибо, до свидания. Всего доброго. У нас остался последний гость, но он подключится к нам через 4 минуты, и эти 4 минуты мы можем потратить на общение между собой. Есть ли у вас вопросы к нам? Вот, значит, перед вами сидит журналист интернет-журнала 7 на 7. Спросите его, почему 2 недель? Да, наверное, это первый вопрос. Боишься ли ты стать иностранным агентом? Я не спрашиваю, ты сейчас в другом списке находишься. У меня нету счетов, я лишена банковских услуг, никто не докажет, что я получаю деньги за границей. Тебя это пугает, напрягает? Нет, в смысле, страха, вообще, мне кажется, что я вообще очень давно ничего не боюсь. В смысле, когда у тебя просто голову отбивает, в смысле, у тебя страх пропадает в какой-то момент, и этого в том числе. Есть рациональные опасения. Что, в смысле, будет просто неудобно. Наверное, будет неудобно, если это случится, если с изданием это случится, если с тобой лично это случится. А паниковать, нет, наверное. Передо мной примеры людей, которые справляются с этим без паники. Да? Но с яростью. Да, вырвать сердце и бежать вперед и освещать путь другим. Наверное. Чувство неудобства, наверное, оно возникнет. Чувство того, что а почему же мне... Нет, в смысле, то есть я хочу очень спокойно и уверенно в себе смотреть в глаза, да, своим противникам. Я, буду это делать, буду стараться это делать каждую секунду времени своего. Хорошо, но смотри, я столкнулся с такой ситуацией, когда некоторые коллеги, достаточно известные коллеги, немного ревностно спрашивают меня, вас включили, а нас еще не включили. Есть такое? Такая градация, что если ты еще не в этом списке, то как-то стрёмно. Нет, в смысле, есть в комментариях в социальных сетях есть такое, мнение, что, мы в классной компании, да, мы в компании лучших людей и так далее. Такое самоуспокоение? Да. Но еще, слушайте, давайте смотреть по факту. Здесь по факту это куча проблем, которые в этот момент сразу же возникают перед тобой. Я не хочу тратить время рабочее, профессиональное, карьерное время на решение проблем. Я хочу тратить на истории, на поля, на приезд в Псков, будь то в Хабаровск. Работать гораздо интереснее. Работать гораздо интереснее. Наш эфир сегодня в том числе и посвящен тому, чтобы максимально большое количество людей узнали про петицию, в которой требуется отмена этого закона. И у нас на связи координатор ОВД-Инфо Леонид Драбкин. Леонид, добрый вечер. Слышишь ли ты студию в Пскове? Приветствую, да, отлично слышно. Добрый вечер всем. Привет, привет. Да, мы практически все знакомы, так или иначе пересекались в разных проектах. Леонид, петиция запущена около 2 дней назад, почти 2 дня назад, больше 100 тысяч, она набрала, не знаю, часа 2 или 3 назад, наверное. Вопрос, скажи, пожалуйста, как появилась эта петиция, кто выступил инициатором и почему вы, скажем так, ОВД-Инфо оператор этого действия, да? Потому что к ней присоединилось большое количество НКО, людей, организаций и так далее. В принципе, про закон об иностранных агентах мы знаем давно, и волнует он нас уже достаточно давно, но все до последнего времени казалось, что это какая-то нишевая история про защитников, либеральные СМИ, и все никак нам не удавалось как-то это до более широкой аудитории донести. И сейчас, когда
летом мы увидели, как машина политических репрессий разгоняется, и, в принципе, про этот закон начинает узнавать все больше и больше людей, мы поняли, что, кажется, есть потенциал позвать побольше народу, и людей, и организаций. И когда мы встречались с какими-то, в обычной жизни, с благотворительными фондами, с экологическими организациями, просто с просветительскими проектами, мы понимали, что и они почему-то начинают волноваться. И, в принципе, конечно, волнение не очень хорошо, но нас это обрадовало, и в том плане, что мы поняли, что можно привлекать внимание к этой самой проблеме. И да, мы поняли, что сможем найти достаточное количество организаций, которые присоединятся к этому закону, что мы сможем выйти из нашего какого-то стандартного пузыря, где там в списке подписантов петиции обычно ОВД-Инфо, Псковская губерния, 7/7, Медуза и, в общем, обычно примерно один и тот же список. Вот. И тут мы поняли, что да, можно позвать еще «Подари жизнь», можно позвать фонд «Вера» и еще много и много организаций. Это было, конечно, в общем, превзошло наши ожидания. Туда же присоединились организации, которые не являются иностранными агентами, не признанные. Это очень, мне кажется, очень большой знак солидарности, да, и очень хороший знак. Да, это, на самом деле, я считаю, что мы на этот каток политических репрессий действительно какой-то гражданской солидарностью все отвечаем. Ну и, условно говоря, там есть usual suspects, и понятно, что мы там много подписываем, но для многих из организаций патентантов, их сейчас уже больше 200. Это действительно такой, думаю, серьезный шаг. И я, в общем, им всем крайне-крайне благодарен, потому что понимаю, что это наверняка им это было сложно согласовать со своими советами, политическими фондами, но ситуация такая, что это волнует действительно всех, и даже те организации, которые, как кажется, не так близко соприкасаются с этим законом и вообще с репрессиями, в общем, даже они понимают, как это важно. Вот. И да, конечно, ОВД-Инфо выступил тут оператором вместе с «Медузой», но наше дело малое, мы просто чего-то суетились, пошушались, а самые большие герои — это те, кто, собственно, поставили свои подписи и как организации, и как физические лица, к чему, собственно, я всех и призываю. Это действительно для многих большой шаг, который для людей, которые раньше, например, никаких петиций не подписывали, не делали никаких заявлений, это не может не радовать. Леонид, а у вас есть ощущение, что петиция прочитана теми, кем она должна быть прочитана, чтобы закон был отменен? То есть власть услышала, увидела, почувствовала этот сигнал общества? Я думаю, что те люди, которым она должна быть прочитана, это на самом деле никакая не власть, а наши сограждане. Когда на эту петицию обратит большое количество народу внимания, а касается она, на самом деле, помимо тех фондов, некоммерческих организаций, СМИ, которые ее подписали, она, на самом деле, касается всех благополучателей. Мы, например, оказываем юридическую помощь кому-то, «Медуза» пишет статьи для какой-то широкой аудитории, фонд «Вера» оказывает помощь тяжелобольным, и так далее, и так далее. Благополучателей у всех наших организаций, их очень и очень много. Я думаю, их миллионы, если не десятки миллионов в нашей стране. И на самом деле хочется, чтобы эти люди прочли эту петицию, подписались, поддержали, и тем самым появился бы спрос на это изменение. Потому что когда мы каким-то узким кругом хотим, чтобы что-то поменялось, это получается не так часто. Но если наше общество в широком смысле сможет объединиться, показать властям, что да, чего-то надо менять, то за властью дело не заржавеет. Ну, конечно же, если говорить про адресатов нашей петиции, мы направляли ее к Государственной Думе, Совету Федерации и Совету уполномоченного права человека. Конечно, я думаю, что она уже прочитана, и подозреваю, что, возможно, она была прочитана еще до того, как она была опубликована, знаете, за всеми нынче следят. Вот. Поэтому, да, посмотрим, все зависит, наверное, в общем, от какого-то общего движения. 100 тысяч здорово, но, наверное, это
не У нас, предел. да, у нас 2-3 минуты остается до окончания нашей беседы. Если у вас есть вопросы, вы тоже можете Леониду задать. Я просто скажу, что на данную минуту петицию подписали 103 630 человек. Леонид, а есть ли разница между 103 тысячи или 150 или 200 тысяч? То есть количество 100 тысяч мы преодолели, но нужно ли еще больше, в разы больше? Или как бы этого достаточно для того, чтобы уже там в Госдуме эта инициатива рассматривалась и так далее? Ну, однозначно, каждый голос имеет значение, и не только для того, чтобы показать кому-то еще, депутатам Государственной Думы или сенаторам, не только для того, чтобы им показывать вот это число, это на самом деле важный шаг и для каждого, собственно, подписанта. Потому что я бы сказал, может быть, это громко чуть-чуть звучит, но так или иначе это какой-то акт гражданской солидарности. Чем больше людей в это включается, тем в целом все будет как-то у нас, наверное, получше. Я не знаю, отменят ли этот закон, ужесточат ли его, сократят, внесут ли в него поправки. Я не знаю. Это однозначно игра в долгую. Да, вот, может быть, в следующем году ничего не произойдет, может быть, в следующий год ничего не произойдет, но как бы люди, поучаствовав один раз, обратив на это внимание один раз, в принципе, больше шансов на то, что наше гражданское общество Последняя созреет. Последняя попытка, минута. Если есть вопрос? Нет, я могу только большое спасибо сказать Леониду. Да, мы с ним обсуждали мою подпись лично как СМИ-агента, и я вообще удивился. В чем вопрос, конечно, всегда. Все инициативы ОВД-инфо, это очень классно. Спасибо. Спасибо. С нами был координатор ОВД-инфо, партнер нашего эфира Леонид Драбкин. Вам удачи в дальнейших ваших проектах. Спасибо. Ребята, да, спасибо. Ребята, последняя часть эфира. Давайте, как это, знаете, на круге поддержки психологическом. Вот мы, значит, сели здесь и излили свою боль. Как это было? Как вам эфир? Денис, давайте начнем. Что это было? Было, насколько тебе комфортно? Нашел ли ты какие-то ответы на свои вопросы, которые внутренне тебя интересовали? Или, может быть, не знаю, о чем-то подумал нового? Слушай, у меня вопросов, наверное, не было. Вопрос в том, как другие реагируют, наверное, на все эти темы. Я смотрю, что то, что мы даже больше людей привлекаем к этой дискуссии, это круто. Все, там какой-то троллинг, которым я занимался в начале года, даже не буду о нем вспоминать. Это все касается того, чтобы в обществе была эта повестка, эта дискуссия, безусловно. Сегодня, когда мы делали опрос на улице, один мужчина сказал: «О, это тот Денис, который отправил деньги чиновнику». Ну хоть один человек. Я говорю, тот самый, который отправил, потому что, получается, если Денис передает кому-то деньги, то этот человек становится аффилированным теперь с иностранным агентом. Вот, значит, человек еще посмеялся, он по-хорошему вспомнил, говорит, хоть так им дулю в кармане показали. Все. Люда. Я хотела поблагодарить за опрос, потому что вы рассказали псковичам о журналистах, которые у них есть. Денис немножко ерничал, когда говорил о том, что о нас больше известно на федеральном уровне, и это часто бывает так. Здорово, что если псковичи потом загуглят, что такое иностранный агент, узнают и о чем-то задумываются. Это, наверное, самое главное. Я в этом плане очень согласна с ОВД-инфо, который говорит, что главные адресаты вот этой петиции — это не власть, это люди, потому что пока в России не появится гражданское общество, бесполезно ждать того, что кто-то когда-то, устав от 20 лет, куда-то уйдет. Света? Да, я тоже хочу сказать тебе, Максим, спасибо за этот вопрос. Мне тоже он очень понравился. И проблема же действительно в том, что мы все в каком-то пузыре находимся, мы варимся в своем информационном пузыре, мы общаемся друг с другом в соцсетях, мы общаемся друг с другом в офлайне, и мы друг с другом согласны, поддерживаем друг друга прекрасно, а потом мы вот выходим на улицу, в магазины, и там понимаем, что люди вообще в другой повестке живут просто. Плевать им на этих иностранных агентов, ничего они про это не знают. Путин молодец, ну а что, не молодец, что ли? Вон дороги починили. А дороги реально починили, ты не будешь с этим спорить. Местами хорошие стали дороги. Вот. И вот надо как-то искать, во-первых, выход из этого нашего пузыря к народу, и, во-вторых, искать точки соприкосновения. То есть, да, хорошо, вы починили дороги, но зачем же людей-то унижать при этом? Ну, то есть, да, как ты думаешь, вот ты как представитель горизонтальной России, ты видишь перспективу вот этого? Нет, я вижу перспективу. Зачем я говорил в микрофон, вообще не понимаю. В два микрофона сразу говорю. Нет, я вижу перспективу, я верю в людей. Мы с вами до начала эфира говорили, я еще раз перескажу коротко эту историю. Я запостил призыв подписать петицию у себя во ВКонтакте, не в Фейсбуке. В Фейсбуке все мои друзья, я уверен, подписали ее. Во ВКонтакте у меня друзья, которые строят
строят карьеру, занимаются своими детьми, они думают о том, как, не знаю, дом, огород и все остальное. И у них в меньшей степени есть время, у некоторых в меньшей степени есть время для того, чтобы еще, ну, как бы думать о проблемах других людей. И вот мое мнение такое, в смысле, как я стараюсь как бы вести свою внутреннюю политику во ВКонтакте. Я рассказываю историю, в том числе как журналист, стараюсь рассказывать историю, что в моей жизни происходит для людей. Одну, вторую, третью. Люди на них реагируют. Ну, в смысле, потому что я чуть-чуть лучше знаю, как рассказать историю интересную. И в этот момент у меня появляется какой-то социальный капитал. И вот я его трачу на то, что в какой-то момент, когда у меня есть аудитория моя личная, я пишу: ребята, очень важная петиция, посмотрите, подпишите. Потом они в личку мне пишут: я подписал, да, это важно. Я, ну, как бы стараюсь вот знакомить людей, которые заняты своими личными делами, и это неплохо. Жизнь такая разная жизнь, да? Может, времени не хватает, усилий не хватает, семьи у всех разные, бэкграунд у всех разный. С тем, чтобы к важным вещам они чаще обращались. И вот я очень рад, что в последнее время, видимо, с одной стороны мои усилия, с другой стороны общее недовольство, оно конвертируется в то, что люди чаще откликаются на призывы, например, подписать эту петицию. Эфир наш на этом завершается. Спасибо, уважаемые, что следили за нашей работой 1 час 10 минут. С нами сегодня были первые лица, которые попали в реестр СМИ иностранных агентов, журналисты. Денис Камалягин, главный редактор Псковской губернии. Всем пока. Людмила Савицкая, журналист Север Реалии, тоже иностранный агент. Да. Еще один иностранный агент. Север Реалии, да, журналист Светлана Прокопьева и журналист 7 на 7 Максим Поляков. Надеюсь, что это не последний наш эфир, и мы еще увидимся. Псков — прекрасный город, замечательные люди, классный эфир получается. Приезжайте Пока. к нам еще. Хорошо.